В истории Орды было три хана с именем Сеид Ахмед. Сеид Ахмед I в 1416 году был возведен на престол Бекляребеком Эдиге и менее года спустя погиб в сражениях с конкурентами. Сеид Ахмед III, который жил на рубеже 15 и 16 столетий, принадлежал к числу трех последних правителей Орды. О его биографии будет рассказано в одном из будущих выпусков. А наиболее успешным среди своих тезок был Сеид Ахмед II. Он провел на престоле почти 20 лет, правя западной частью Орды, в состав которой входил Крым и степи от Днепра до Дона. О жизни Сеида Ахмеда II до восхождения на трон ничего не известно. Не выяснено даже происхождение этого хана. По разным версиям, его отцом был то ли Керимберди, сын Тохтамыша, то ли Бек-Суфи. Своей карьерой Сеид Ахмед был всецело обязан Айдер-бею Конграту, который, поссорившись с Улу Мухаммедом, откочевал с Волги в Крым и здесь провозгласил Сеида Ахмеда II новым ордынским ханом. Войска Сеида Ахмеда не раз пытались разгромить Улу Мухаммеда, но так и не смогли захватить сарай. Там воцарился Кучук Мухаммед, а Улу Мухаммед отступил на северные окраины ордынских владений. По совету Айдера Конграта Сеид Ахмед II решил истребить в Крыму всех конкурентов, которые могли бы оспорить у него трон. Его главным потенциальным соперником был юный Хаджи Герай. Сеид Ахмед послал отряд, чтобы схватить и уничтожить Хаджи Герая, но тот сумел ускользнуть от погони и бежал из Крыма в Литву, правитель которой поселил беглеца в землях нынешней Беларуси. Изгнав с полуострова Хаджи Герая, Сеид Ахмед II правил еще 8 лет, но весной 1441 года Айдер-бей, его покровитель и наставник, скончался, и Сеид Ахмед II остался один на один с враждебной ему крымской знатью. Аристократы Крыма во главе с ширинами не желали видеть его ханом, поскольку Сеид Ахмед был ставленником их конкурентов, конгратов. Поэтому очень скоро правление Сеида Ахмеда в Крыму завершилось.